Дольщики компании «Монолит-Строй» уже больше 2 лет не могут дождаться обещанных квартир. Дом на улице Автодорожная встал еще в 2017 году. Застройщик банкрот, а люди в многомиллионных долгах. Тему продолжит моя коллега Светлана Захарова. Еще 2 года тому назад здесь должны были прозвучать первые слова поздравления с новосельем, начаться ремонт, и уже сегодня дом бы кипел полной жизнью. Но сейчас вместо красивых обоев голые стены со штукатуркой, а на полу толстые слои пыли. Вячеслав Васильев вступил в долевое строительство еще в 2014 году. Одним из первых участников этой стройки. Собрали с супругой все свои накопления, внесли в банк первоначальный взнос, оформили ипотеку. Планировали новый 16-й год встретить в новой квартире. Но ни тогда, ни через год справить новоселье так и не удалось. Дочка с супругой, с детьми жили бы здесь, все нормально. Там здесь была бы ихняя гардеробная, точнее, была бы быть. И у нас там кухня. И вот видите, сейчас как и голые стены. До сих пор мы не верим в это, что у нас так случилось. И не поверили бы, даже если бы тогда, еще в 2014-м, кто-нибудь сказал, что останутся в итоге без квартир и без денег. Застройщик всегда был дружелюбным, держал в курсе всех событий, но ближе к сроку сдачи объекта один за другим начали сыпаться отговорки. Подписывать доп. Соглашение просил застройщик. Обещали предчистовую отделку в квартирах, если не будет претензий к застройщику именно по срокам. Были письма о том, что сваи не промерзли, грунт не промерз, такие моменты. А в конце прошлого года «Монолит-Строй» и вовсе признали банкротом. Весной дольщики решили взять ситуацию в свои руки. Дом на высокой стадии готовности, а значит, шанс на завершение работ есть. Создали кооператив. Теперь ждут передачи объекта в их ведении по букве закона. В этом году мы намерены завершить строительство первой очереди за счет выделения субсидий жилищно-строительному кооперативу, созданному обманутыми дольщиками, и заселить объект до конца текущего года. Если в этом случае есть еще какой-то проблеск надежды, то идем чуть дальше и видим вторую очередь, где ситуация намного сложнее. Строительство остановилось на самой начальной стадии. Дальше первого этажа работы не пошли. Да и квартир здесь распродано намного больше. 130 обманутых дольщиков. И, как нам сказали, в Минстрое Республики, чтобы разрешить эту проблему, им придется потратить не 1 и даже не 2 года. В планах у министерства завершить объект в 2022 году по линии федеральной программы «Дом РФ». Однако предшествовать этому будет большая работа. Прохождение всех этапов банкротства, многочисленные встречи с участниками строительства. И только потом станет известна дальнейшая судьба второго дома. Светлана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск.